В конце XIX века в Сухуми жили русские, греки, менгрельцы, турки, армяне, персы, латыши. Абхазы по указу русского правительства, как виновное население в городе, не селились. По данным первой всероссийской переписи населения 1897 года в Сухуми проживало 8 тысяч человек, и среди них было только 144 абхаза. Кроме того, среди обитателей Сухума были зафиксированы 6 англичан, 1 француз и 1 итальянец. Историческая часть нашего города была застроена в основном в конце XIX века. Среди застройщиков было много европеизированных греков, представителей российской интеллигенции, врачи, журналисты, адвокаты, военные и гражданские чины. В Сухуми стали выстраиваться шикарные виллы и торговые заведения. Позднее табачные склады и доходные дома. Открывались гостиницы и меблированные номера. Гостиница «Абхазия» была построена в 1935 году по проекту известного академика архитектуры Владимира Александровича Щуко. На тот период это была самая большая гостиница в республике. 4 этажа, 90 комфортабельных номеров. На первом этаже располагались ресторан и бар, а на крыше был устроен летний ресторан. Однако еще раньше на этом месте располагались старые постройки, и среди них турецкая кофейня Кара Хасана, гостиница «Метрополь», рядом стояла старейшая в городе гостиница «Франция». Именно здесь в июле 1888 года останавливался известный русский писатель Антон Павлович Чехов. Он приплыл из Феодосии на корабле «Дир». Сухум еще носил следы турецкого разорения. Однако уже в очередном своем письме Чехов писал: «Сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно и поэтично. Сижу на балконе, а мимо прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных капуцинов. И если бы я пожил в Абхазии хоть месяц, то, думаю, написал бы 50 обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят 1000 сюжетов». Чехов всего несколько дней пробыл в Сухуме, но за это время он сумел хорошо изучить жизнь горожан. Впечатления его легли в основу повести «Дуэль», действие которой происходит в Сухуме и его окрестностях. Буквально через 10 лет в Абхазию приезжает еще один известный русский писатель Максим Горький. Дело в том, что еще в начале 1890 года на Черноморском побережье было начато строительство Новороссийско-Батумского шоссе. На строительство этой дороги были привлечены люди из голодавших губерний России. 23-летний юноша Алексей Пешков, впоследствии известный пролетарский писатель, зная о строительстве дороги на Черноморском побережье Кавказа, направился морским путем через Поти в Абхазию.
Несмотря на молодость, у Алексея Пешкова за плечами был большой жизненный опыт. Он испробовал много профессий и сходил тысячи верст. Разузнав о работе в Сухуми, Горький направился в село Псырцха, где остановился в Новоафонской монастырской гостинице. Пробыл здесь 2 недели и отправился в Южную Абхазию. И вот где-нибудь здесь, на траве, будущий писатель помог женщине родить ребенка и произнес свои знаменитые слова «Превосходная должность быть на земле человеком». О местных жителях-абхазцев Горький неоднократно упоминает в своих рассказах с большой теплотой, с пониманием их судьбы. Абхазский педагогический институт. Уже позже, в советские годы, его именем абхазцы назовут Сухумский государственный педагогический институт, а потом и Абхазский государственный университет. Первый современный отель в городе был возведен в 1898 году на Михайловской набережной и получил название «Россия». Его спроектировал и построил в неорусском стиле инженер-архитектор Иван Николаевич Бегич. Гостиница принадлежала купцу первой гильдии Соломону Волфензону. Насчитывала 30 комфортабельных номеров, большой приемный зал и высококлассный ресторан. Существует легенда, которая гласит, что отель был выигран во время карточной игры, и потому в оформлении его фасада присутствуют масти пик и червей. В этом доме я уже живу 40 с лишним лет. И как-то 2 года тому назад я сидела на своем балконе, и мимо дома очень много проходит туристов и отдыхающих. Да и многие интересуются, кому принадлежит этот дом и какого он года. Вот это старое, красивое, великолепное здание. Ну, иногда приходится им объяснять, говорить о том, что все-таки мы жители нашего старого Сухума, мы знаем историю наших старых зданий. Остановился человек среднего возраста и поинтересовался тем, кто проживает здесь. Ну, я ему рассказала обо всем, вот что зная об этом доме. Он поинтересовался, значит, кто проживает, кому принадлежит этот дом. Кое-что я ему рассказала, но поинтересовалась у него, а почему его это интересует. Он ответил, что этот дом принадлежал его прадеду Волфензону. И, конечно, мне было очень приятно это слышать. Видно было, что он гордится тем, что предки его здесь находились, в этом доме. В том же году Волфензон построил пристань для небольших филюг. Комиссионеры гостиницы подплывали к пассажирским пароходам, стоявшим на Сухумском рейде, и предлагали пассажирам, прибывшим в Сухум, остановиться в лучшей гостинице города. В
Всех пожелавших комиссионеры бесплатно доставляли к пристани. Фасад здания гостиницы был обращен прямо к морю, и потому она выглядела очень респектабельно. Номер за проживание в гостинице стоил от 1 до 6 рублей в сутки. Прибегнув к этому нехитрому коммерческому приему, Волфенсон способствовал увеличению числа постояльцев своей гостиницы, которая к тому времени уже являлась лучшим отелем города. А 15 марта 1903 года городские власти постановили вымостить булыжником всю Михайловскую улицу, ныне это набережная. Мостовая была старательно выложена 3,5-дюймовыми камнями. Такие перемены зданию не повредили, а наоборот, гостиница «Россия» стала выглядеть еще более элегантно. История говорит о том, что раньше здесь был морской причал, но он был деревянный. Деревянные были помосты. Сюда подходили различные разнообразные суда с купеческим товаром. И, естественно, высаживались купцы со своим товаром и садились в кареты, которые были запряжены лошадьми. Ну, естественно, так как здесь была гостиница, и в том дворе, вот там железные ворота, там был постоялый двор, куда подходили кареты и, запряженные лошадьми. И, естественно, там были конюшни, а уже после этого те, которые, приезжали сюда, располагались вот в этих гостиничных номерах. Однако в январе 1908 года сильный пожар полностью уничтожил гостиницу. И несмотря на то, что она была отстроена практически в том же году, это было лишь частью былого великолепия. Возможно, еще и потому, что не были восстановлены купола, украшавшие здание до пожара. В 1910 году сын Волфензона продал здание Российскому транспортному и страховому обществу. Общество устроило в бывшей гостинице склады и пакгаузы, квартиры для приезжающих пассажиров 2 и 4 классов. На 2-м этаже оставили гостиничные номера для пассажиров 1 класса. В 1925 году гостиница «Россия» еще функционировала.
Здесь в 21 номере останавливался известный русский поэт Сергей Есенин. На сегодняшний день это обычный жилой дом. Внутри этого старого дома есть маленький дворик, атриум. Мир вокруг уже совсем другой. И только в этом дворике осталась атмосфера старого Сухума. Этот дом принадлежал раньше, давно, вот где-то в 50-х годах он принадлежал пароходству. Ну, тогда еще пароходства не было, был морской порт. И здесь жители, ну, естественно, жили как моряки, ну, и такие вот, как врачи из морпорта у нас жила тут женщина. Вот вы представляете, в этом доме у нас уже 4 поколения выросло. Это мои родители, я, мои дети и уже их дети взрослые школу покончали. Ну, еще несколько семей таких есть у нас. Когда мы росли в этом доме, нас было очень-очень много. Человек 30, около, не менее. И мы обожали лазить сюда, на эту крышу, поскольку внизу у нас был клуб моряков. А здесь, вот на улице, была танцплощадка. Ну, мы, как все дети, иногда шухарили, иногда водичку могли налить на танцующих и убегали быстро отсюда. Вот. А вот здесь во дворе на площади был морвокзал деревянный, а вот этот промежуточек тротуара, вот, который банк ведет, там были летом танцы, которые посещали не только моряки, а многие из города, потому что вход был платный, даже там рубль или 2, не помню, стоило. Но после уже того, как поломали старый морвокзал деревянный, убрали все это, здесь сделали морвокзал. Очень много теплоходов было, очень много людей было на этом морвокзале. И поставили рекламу, вот этот щит, уже который был связан с электричеством. И уже вход нам сюда был запрещен. И сегодня в Сухумской бухте напротив бывшей гостиницы «Россия» плавают не лодки-филюги, а современные пароходы и теплоходы. Администрация города на базе яхт-клуба обучает маленьких сухумчан управлять миниатюрными яхтами. Кто из вас сможет против ветра пойти? А?
Древний город Сухум живет уже более 2500 лет. И наша современная история лишь крошечный промежуток времени в этом бесконечном потоке вечности. И через какие-нибудь 100 лет 2012 год с его новейшими технологиями тоже может войти в историю старого Сухума.